Похваленный Иисус Христос. Запрошаем всех деток сюда близко. Давайте станем сначала на коленочки, привітаємося з Panem Jezusem все. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj Похвалений Пренайсвятший сакрамент, правдивий цілий крев Пана нашего Иисуса Христуса, teraz и завше на веки веков. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwy cały krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwy cały krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Приглашаем всех деток близко Pana Иисуса сюда, в воскресенье, чтобы быть близко Него. Поэтому всех с куточков там давайте выходим сюда, близко сюда алтаря.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на 15-й звичайній неділі. І сьогодні у Євангелії ми почуємо вельми знаною нам приказку об чоловіку, який допомог другому чоловіку, який знаходився у біді, о добрим самарянині. Вельми добре відоме нам це Євангелія, коли чоловік не пройшов мимо, як це зробив святар, як це зробив левіта, але допомог чоловіку, який знаходився у біді. І тому наприкінці цієї Євангелії пан Ісус каже вельми важне слово. Можна сказати, це був розказ для кожного з нас. Іди і ти роби так само. І це пан Бог говорить кожному з нас. Іди і роби так само. Як я зробив, так і ти роби тепер. Открий чоловіка у другим чоловіку. На начало нашей святой мши проставим тепер доброму Богу наші інтенції, просьби, з якими сьогодні приходимо до Його. Я впервые на святейшую хвяру за померлых Юрша, Хелену, Антония, Станислава, Юзефа, Зинаиду, Зофию и Яна. Для гэтых усіх померлых просим доброго Бога пробачення всіх их грехов и ведения их в Владарство Небесное. Перепросим теперь Пана Бога за наши грехи. Повідаюся всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкой, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог усемогутній, пустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного.
помолимся. Боже, Ты блукаючим показываешь светло Твоей правды, как яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, що суперечить їхняй віри, да імкнуться до того, до чого Ти їх покликав. Проспана нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Другозаконня. Моїсій промовив до народа, кажучи: «Будеш слухатися голосу Пана Бога Твоего, заховувати заповіді і накази Ягоне, записане у этой книзі закону, і вернешься до Пана Бога Твоего усім серцем своїм і усею душою своєю. Заповідь, яку сьогодні даю Тобі, гэта няштосьці тяжкое и недосягальное для Тебе. Яна не ў небесах, каб можна было сказаць: хто б узышоў для нас у неба і не прынёс яе нам, каб мы слухали і выконвалі яе. І не за мором яна, каб вы казалі: хто б пераправіўся праз мора і прынёс яе нам, каб мы змаглі слухаць і выконваць яе. Наадварот, гэта слово вельмі блізкае да Цябе, яно ў Тваіх вуснах і ў Тваім сэрцы, каб Ты мог выконваць яго. Гэта Слово Божие». Тебе мою молитву, Пане, в час ласкавости Божа. Почуй меня в великой своей милосердности, в правде Твоего збавления. Почуй меня, Пане, бо щедрая милость Твоя. Глянь на меня поводле великой добрыни своей. Дапамога Твоя, Божа, няхай падтрымае мяне. Я буду славіць імя Божае, удзячным спевам буду звялічваць яго. Ажыве сэрца, шукаючы Бога, убачаць убогія і ўсцешацца, і ажыве сэрца тых, хто шукае Бога, бо Пан слухае бедных і не пагарджае вязнямі сваімі. Ажыве сэрца, шукаючы Бога, Бог збавіць Сіён і адбудуе гарады Юды, і будуць жыць там і атрымаюць у спадчыну яго. Гэта будзе спадчынай патомства слуг ягоных, і тыя, хто любіць імя Бога, паселяцца там. Ажыве сэрца, шукаючы Бога. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Христос з'являється образом небачного Бога, першородним серед усякого створення, бо у їм було створено усе, що на небесах і на землі, бачне і небачне, ті трони, ті панованні, ті начальства, ті улади, усе праз Його і для Його створено. І Он єсть раней за все,
і ўсё трымаецца ў ім. Ён галава цела, гэта значыць касцёла. Ён пачатак, першародны з мёртвых, каб ён ва ўсім меў першынства. Бо спадабалася Айцу, каб у ім жыла ўся паўната, і каб праз яго прымірыць з сабою ўсё, і зямное, і нябеснае, усталяваўшы мір праз кроў ягонага крыжа. Гэта Слово Божие. Пане, гэта дух і жыццё, Ты маеш словы вечнага жыцця. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. На костеле еще детки есть? Попрятались среди мамы и пап? Приходите сюда ближе. Если на костеле еще детки есть, приходите сюда ближе. Вот, уже идут. Не стесняйтесь, с ней поговорим. Хорошо. Давайте послушаем сейчас очень внимательно Слово Божие на сегодняшний день. Послушаем одну притчу, очень интересную. Пан с вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. У той час один книжник устал и, выпробовываючи Иисуса, сказал: «Наставник, что мне робить, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае?» Иисус отказал ему: «У законе что написано? Як читаешь?» Той сказал отказ: «Люби Пана Бога твоего усім сердцем твоим, усей душою твоей, усей эмоцию твоею и усім розумом твоим, и ближнего своего, як самого себе». Иисус сказал ему: «Слушно ты отказал, так роби и будешь жить». Але той, жадаючи оправдаться, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Отказываючи на это, Иисус сказал: «Один человек ішоў з Иерусалима у Иерихон и трапил у руки разбойников, якія сняли з яго адзення, побили его и пошли, покинувши ледзь живого. Выпадкова нейкі святар ішоў той дорогой, и, убачивши его, пройшоў мимо. Так само и левит, будучи на тым месцы, подышоў, поглядел и пошел мимо. А нейкі самаранин, проезжаючи, знайшоў яго и, убачивши, злітваўся, подышоў, перевязал ему раны, поливаючи алеем и вином, посадил его на своего осла, привез у заезд и поклопотился об им. А на другий день, отъезжаючи, достал 2 динары, дал карчмару и сказал ему: «Поклопотися об им, а коли потратишь больше, я отдам тебе, коли вернуся». Хто з гэтых трох, на твою думку, был ближним тому, кто трапил у руки разбойников? И он сказал: «Той, кто поступил за милосердно». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты роби так само». Гэта слово Пана. Ну что, как дела? Что случилось вчера у тебя? Ну, давай расскажи нам. Так еле шли, я уже устала, уже почти чуть еле ходил. Ну, видишь. Ну, ты молодец, что пошел. Ты... Але нам было легко. Вы на машине ехали, да? Хорошо, и вам было легко. Ну, видишь, кто-то пешком, кто-то на машине, кто-то на автобусе. Действительно, мы вчера были у нашей мамы, Марии, в Тракелях. Полинка, ты была в Тракелях вчера? Да, была? Молодец. Смотрите, да, мамы пришли к маме нашей, да, чтобы помолиться вместе у нее, у ее ступ. Это очень здорово. Но сегодня я хотел бы поговорить с вами про сегодняшнюю Евангелие. Скажите, кто-нибудь из вас помогал когда-нибудь кому-нибудь, кого не знал? Ну?
Я помню, что помогал, но не помню как. Помню, что помогал, но не помню как. Ну давай, расскажи нам. Бабушке помог сумку донести до первого этажа. Вот, хорошо. Однажды в магазине дед обронил там копейки, и я помню, куда брать. Молодец, хорошо. Ну, кто-то еще, может, кто-то помогал тому, кого не знал. Помог человеку, которого даже не знал никогда. Первый раз в жизни вижу его. Хорошо, умница. Почему об этом спрашиваю? Ну, давай, ну. Я вроде в магазине собирать. Это тоже благородно. Хорошо. Молодцы. Смотрите, почему об этом спрашиваю вас? Сегодня в Евангелие приходит человек, мы его не знаем имени, но он был с профессией человек, который знал Библию и знал все законы. Библия его называет книжником. Он знал все законы. И он подходит, чтобы так спросить у Иисуса, такой вопрос ему задать. Как попасть в небо? Нормальный вопрос? Хороший вопрос, правильно, нормальный вопрос, хороший. Мы тоже иногда такой вопрос задаем. Что мне сделать, чтобы попасть в небо? Хороший вопрос. Ну, давай. Библию я к самому себе. Видишь, ты внимательно слушал. Да, смотрите. Да, это наши ученики милосердия. Смотрите, да, этот человек знает все законы. Иисус ему задает вопрос, да, он ему задает вопрос, как попасть мне в небо? И он ему отвечает очень логически. Раз ты ученый, знаешь всю Библию, все законы, то как ты читал Библию? Он говорит, я знаю, надо любить ближнего, веру Бога, да, потом ближнего как самого себя. Перестань говорить на него. Да? Смотрите, это очень правильно, хороший ответ. Но этот книжник не может успокоиться. Ах, он не так хотел, как я хотел, да, отвечал на мой вопрос. А кто мой ближний? Вот вопрос. Кто является моим ближним? Ну? Иисус рассказал ему одну историю. Это хорошо. А вот вы как считаете, кто является вашим ближним? Кто является вашим ближним? Ну? Мама, папа, Кто еще? сестра, у кого есть брат. Да, ну, мы то, что живем вместе. А кто еще может быть, да? Нашим ближним. Кто наш ближний? Тот, кто стоит возле нас, рядышком? Родственники. Родственники. Кто еще? Соседи. Любые чужие люди. Любые люди, вот. Чужаки, но не чужаки. Потому что каждого, да, Бог, для каждого из нас он является братом и сестрой. Да, Иисус ему не ответил прямо, но начинает рассказывать ему одну историю, притчу. И шел один человек. Мы не знаем, как его зовут, был ли он богатый, был ли он бедный. Может, да, мы не знаем, как его даже звали. Но он попался в руки разбойников. Как выглядят разбойники? О, да. Стоять, да, такие вот разбойники. Да, его побили, сильно-сильно побили его, да, и оставили полуживого. И этой дорогой и шел человек, да, святар. Он увидел и что сделал? Прошел мимо, да. Человек, который знает законы, да, знает все полностью Библию, знает законы, он что сделал? Закрыл глаза, да, прошел мимо. Точно так же сделал левит. Левит, сейчас вам объясню, кто такие. Левиты — это люди, которые помогали в то время священникам. Это, в принципе, наши вот министранты. Да, по сути, это были такие министранты, которые помогали. Они же тоже прислуживали при алтаре, они все это видели, знают законы тоже. Что они сделали? Да, левита тоже закрыл глаза и прошел мимо. Но кто помог? Третий. Кто был третий? Ну? Кто был третьим? Кто помог ему? Или не все пошли мимо, закрыли глаза? Не все, да? Кто-то помог. Самурай. Нет, не самурай. Самаритянин. Был такой кто-то... Самаритянин — это люди такие, они жили на горе Самарии, да? Это пошло название самаритяне. Но евреи их не любили. Они ими вот так вот, низший слой. Ты нам не ровня, они их не любили. Иисус берет этот пример, что именно самаритянин помог этому человеку. Это очень важно, да, не прошел мимо. Но
в оправдании священника и левита могут тоже сказать, почему они прошли мимо. Почему они не хотели морать свои руки. В еврейском законе, это тоже может для ваших родителей, может информация, да, в еврейском законе было такое одно правило, что если ты дотронешься до трупа, да, потому что они так видели его, как трупа, да, если ты дотрагиваешься до трупа, то ты должен ровно 7 дней потом омываться. 7 дней ты должен очищаться от этого греха. То есть они, в принципе, понимали, они, может, и помогли бы им, но закон говорил конкретно, дотрагиваешься, и 7 дней, ну, ненужной работы, ненужной практики. То есть 7 дней ты будешь потом омываться. И никто не хотел этим заниматься, потому что понимали, что, мне лучше чем-то другим заняться. Да? Но Евангелие сегодня очень важную вещь говорит, чтобы мы никогда не закрывали глаза на беду другого человека. Смотрите, я кое-что сегодня для вас принес. Знаете, что это? Инструменты. Аптечка, ты уже помнишь, да? Это уже аптечка. Значок кто видел? Покажу. Аптечка, да? Что у нас там? Бинты, пластырь, да, губка какая-то, помыться, да? Вот, видите, все есть. Ножницы, да? Бумажка даже есть. Хорошо. А для чего это? Для чего нужна аптечка нам? Если кто-то заболеет. Кто-то заболеет, да? Если кто-то поранится. Да, что еще? Когда в лес идешь, чтобы если что поцарапал или когда обдеревали. Да, все верно. Щоб помочь чоловіку, який повредився. Да, Если поцарапался. да. Якщо став шершні покусав. Хорошо, да. Аптечка нам служит, чтобы перевязать даже раны. Смотрите, кто сегодня попал в беду? В Евангелии сегодня кто попал в беду? Тот человек, да, которого мы имя не знаем. Вот, смотрите, мы могли бы взять с собой аптечку, и что с ним сделать? Полечить, да, человека. Вот человек, который находится в беде. И смотрите, такой аптечка должно быть ваше сердце. Ну, конечно, не такой формы, да. Мы только будем воображать, да, что наше сердце должно быть такой аптечкой. Почему? Смотрите, когда в школе кого-то обижают, вы можете помочь, но вы, допустим, ой, это не моя забота, я возьму, закрою глаза и пройду мимо. А как мы поступим тогда? Если мы закроем глаза, то как мы поступаем? Плохо, да, это плохо поступаем. Тогда мы должны что сделать? Если человек находится в беде, что мы должны сделать? Помочь, да, то есть открыть нашу аптечку, кого-то обижают в школе, то есть мы должны открыть нашу аптечку сердца и сказать, помочь, правда, заступиться порой, да, и как вот смотрите, Особенно старшие с младшими должны заступаться. Да, старший за младший должен заступаться. И тоже, то, как вы сегодня рассказали эти истории в начале нашего сегодня проповеди, да, что вы могли бы тоже этому дедушке помочь, а могли бы тоже сказать, сам соберет, это не моя забота, правда? Тогда мы точно так же, мы закрыли бы глаза и прошли бы мимо. А если мы помогли собрать даже эту мелочь для этого дедушки, либо как ты понес сумки, да, для бабушки, это значит, что ты открыл свою аптечку сердца, да, что ты был добрым. И поэтому сегодняшнее Евангелие, суть сегодняшнего Евангелия, неважно, знаем мы человека, не знаем человека, это абсолютно не важно. Мы никогда не должны закрывать глаза на человеческую беду. Когда мы видим, что кто-то страдает, кто-то болеет, да, кому-то нужна помощь, кто-то одинок, мы должны не говорить, что это не моя забота. Если я знаю, что я могу ему помочь, значит, я помогаю. Не ожидая даже ничего взамен. Смотрите, этот человек самаритянин, он ожидал, что ему заплатят потом денежку? Нет, он сам дал деньги, сам помогал, завез его в отель, в корчму, отдал деньги, еще вперед даже дал деньги, чтобы он заботился только о нем. Вот, это самое важное. Всегда видеть, дорогие детки, беду в другом человеке, да, помочь ему. Не закрывать глазки, да, не закрывать, говорить, что это меня не касается. Я его не знаю, меня это не касается. Как говорится, такая даже пословица «Моя хата с краю, ничего не знаю». Да, поэтому, дорогие детки, мы должны всегда открыть глазки, помочь всегда другому человеку. Неважно, где мы были, в школе, на улице, может даже потом уже в университете, дома, да, всегда помогать другому человеку. И это вас призываю. Аминь. Давайте вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога.
ка Бога Отца, якому мы вызнали нашу веру, с довером узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, каб ён аддана показывал свету сапраўдны сэнс Христового вучення. Тебе просим. Молимся за святого Отца, а таксама за ўсіх біскупаў і прэзбітэраў, каб Бог освячаў і умацоўваў іх у абвяшчэнні Евангелия. Тебе просим. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны мудра вырашылі існуючыя палітычныя і эканамічныя праблемы. Тебе просим. Молимся за тых, хто не прымае Христа, каб яны поверили ў Яго і знайшлі ў Яго навучэнні адказы на пытанні, якія іх непакояць. Тебе просим. Молимся за тых, хто апынуўся ў цяжкім матэрыяльным ці духоўным становішчы, каб яны атрымалі добразычлівую і бескарыслівую дапамогу ад родных і сяброў. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб сённяшняя сустрэча з Христом напоўніла нас радасцю і спакоем. Тебе просим. Помолимся в интенции Святой Мши за померлых Юрша, Халену, Антония, Станислава, Юзефа, Зинаиду, Зофия и Яна, как добрый Бог принял их в свое благодарство. Тебе просим. Просим Тебя, Пане, выслухай наши молитвы, наполни нас дарами Твоей безмежной любови, праз Христа, Пана нашего. Браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный, и как Пан Бог прими ахвяры с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары Своего костела, перемени их у духовный по силах для Твоих верных, как примаючи гояны возрастали у святости, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Правды годна этой справедливо, слушна и споведна, как мы заусюды усюды, Табе складали подяку. Пане святый Ойча, усемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего, бо Он з литости до грешного человечества народился с Панной Марией, про свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, арханёлами и со всеми святыми мы обещаем Твою хвалу
Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму єднасцю з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Ісус Христос уваскрос і спаслаў на апостала Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры, обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего призя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, аквяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пані, про костел Твой, розсіяний по усім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Леоном, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел житті вечним, у єдності з Найсвятейшою Богородицей Панной Марией, со святим Юзефом і Євраником, со святими апостолами і всіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Просим Тебе, Пане, збав нас від цього злога,
Да, ласкаво супокойні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престе Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить всех супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, не варте, как Ты вошел в домение, а скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Светило солнце, после хлынул дождь, небесной бирюзой пролился, а вдоль дороги танцевала рожь, и я как будто вновь родился. Вода смывала усталость от пути, и пыль на ремешках сандалий. И мне казалось, что вот так идти всю жизнь мы не устанем. К твоим рукам, как солнце тепло, и к чистоте глаз. Выслушай нашу просьбу одну, просто выслушай нас. К твоим рукам, как солнце
помолимся. Умацаваныя Твоими дарами просим Тебе, Божа, каб дякуючи у тілу гэтым сакраменте, у нас узрастаў плён збаўлення праз Христа Пана нашага. Пане Езу, про заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама про заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў. Прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое знаходзіцца в небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы ў панядзелак. Маці Божай з Люрту, у аўторак Маці Божай Ларэтанскай, у сераду Маці Божай Шкаплернай, у чацвер Каралевы ўсіх святых, у пятніцу Маці Божай Ліхэнскай, у суботу Маці Божай Крамнічнай, а ў нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Кормічай. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла будзем адзначаць сёння у 18 гадзін з рацы ўспаміну Маці Божай Фацімскай адбудзецца набажэнства да Маці Божай святая мша ў інтэнцыях, а пазней працэсія з фігуркай Маці Божай Фацімскай вакол нашай святыні. 15 ліпеня ўспамінаем святога Бонавентуру, біскупа і доктара касцёла. А таксама гэта дзень імянін нашага пастыра, біскупа Владзіміра. Захочваем даручыць у малітве яго і ягоную пастырскую паслугу у нашай дыяцэзіі доброму Богу, Маці Найсвяцейшай і Святому Нябеснаму апекуну. 16 ліпеня ўспамінаем Найсвяцейшую Панну Марыю з гары Кармель. 19 ліпеня адзначаем успамін чарговай гадавіны мучаніцкай смерці благаслаўлёнай Мар'янны Бернацкай, святароў і жыхароў Гродна, якія загінулі ад расстралянай гітлераўцамі ў 1943 годзе каля Гродна. У днях з 19 па 20 ліпеня ў Будагаі адбудуцца ўрачыстасці ў гонар Маці Божай Шкаплернай. Айцы-кармеліты, якія там працуюць, сардэчна ўсіх запрашаюць на гэтыя ўрачыстасці. Пачатак 19 ліпеня ў 18:00, а ўрачыстая адпустовая святая імша 20 ліпеня а 12 гадзіне. Таксама хацеў бы падзякаваць усім, хто браў удзел у пешай пілігрымцы, у тракелі і ўвогуле у сёлетніх урачыстасцях нашай дыяцэзіі на годар Маці Божай Тракельскай. Асаблівым чынам хацеў бы падзякаваць тым, хто шоў пешу, хто падтрымлівае гэтую традыцыю пілігрымавання. У гэтым годзе шло нас каля 180 разам з парафіяй паўднёвым, у южным. Салідная лічба нашых пілігрымаў, напэўна, але хацелася б, каб, напэўна, нас магло б пайсці больш. Заахвочваем набрацца гэтай смеласці, запланаваць, каб у наступным годзе мы пайшлі ў пілігрымку да Маці Божай. Ужо сам факт пілігрымавання з'яўляецца момантам праслаўлення Марыі. Заахвочваем да гэтага. Ну і, вядома, дзякуй тым, што, нягледзячы на дзень працы, многія нашыя парафіяне узялі ўдзел у гэтых урачыстасцях, чы ў пятніцу ноччу на святой мшы, а нават і ў суботу падчас цэнтральнай святой мшы. Вялікі ўсім за гэта дзякуем і далей будзем падтрымліваць культ і маліцца да Маці Божай Тракельскай, якая з'яўляецца апякункай каралевай нашых сем'яў. З гэтай рацыі таксама, паколькі мы ўжо пілігрымавалі ў Тракелі, заахвочваю таксама да ўдзелу у пілігрымцы, якая вырушыць з парафіі у святога Юзафа і благаслаўлёных сясцёр-мучаніц з паўднёвага Ліды 30 і 31 ліпеня пілігрымка да благаслаўлёных сясцёр-мучаніц да іх месца іхнага расстрэлу пад Навагрудкам. Вырушым 30 ліпеня, калі хто хацеў далучыцца і маліцца на благаслаўлёных сясцёр, пайсці разам. Заахвочваю, гэта 2 дні, гэта таксама не вельмі многа, якіх трошкі больш за 50 кіламетраў, каб хто хацеў бы і памаліцца і адчуць дух трошкі паважнейшага пілігрымавання, да гэтага сардэчна прызываем і заахвочваем.
Так само хотел бы подяковать для клерика Александра, який заканчивая свою душпасторскую практику в нашей парафії. Дякуємо за дар супольного тривання разом з нашою парафіальною супольністю, за допомогу і працю в нашій парафії. І заохочуємо його так само прибувати і приїжджати до нас. Нехай добрий Бог йому благословить на дальнішому шляху підрихтовки до святарського служення в нашій дієцезії, а махчимо навіть і це не виключено і в нашій парафії, як пан Бог і біскуп цього запрагнуть. Велике йому сердечне дякую. Дякую всім нашим парафіянам, нашій парафіальній супольності за допомогу, за ахвяру, за молитву, за квітки, які ми приносимо для упригожування нашої святині, і далі захочуємо це чинити. А на цей тиждень праці і обов'язків з вірою приймемо Боже благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите с упокоя Христа. Amen. Niechaj będzie pochwalony Święty Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.